на эту кнопку мы нажимаем для того, чтобы включить. Здесь мы просматриваем результаты наших анализов. Каб кантраляваць узровень глюкозы ў крыві, сёння не абавязкова ехаць у лабараторыю. Глюкометр мае амаль кожны, хто пакутуе ад цукровага дыябету, але ёсць і больш зручныя спосабы вымярэння. Сістэма бесперапыннага маніторынгу цукру ў крыві асабліва папулярна ў дзяцей. Мы не меряем каждый раз глюкометром пальчики, не колем. Ребенок немножко отдыхает, то есть не такая нагрузка на пальцы идет. И суть в том, что мы ставим сюда передатчик, который передает сахар на ридер. На ридере мы всегда видим сахара в виде кривой, графики отображаются, то есть мы можем увидеть события, мы можем сюда вносить пищу, была ли физическая активность, данные, то есть что, чем занимался ребенок и что он кушал. Задача школы дыябету – даць пацыентам веды самакантролю глюкозы ў крыві, таксама інфармаваць пра сучасныя метады лячэння захворвання, пра меры папярэджання развіцця позніх ускладненняў дыябету, якія прыводзяць да інвалідызацыі. Зараз навучанне праходзіць толькі ў фармаце індывідуальных сустрэч. Как правило, сахарный диабет – генетически детерминированное заболевание, поэтому ген есть у многих, но необходимы еще факторы, которые запустят развитие данного заболевания. Чаще всего у детей таким фактором являются вирусные инфекции. То есть ребенок перенес простудное заболевание какое-то, ротавирусную инфекцию, ветрянка, и через 2-3 недели мама замечает, что ребенок стал вялый, стал терять в весе, у него появилась выраженная жажда. Это первые предвестники того, что необходимо обращаться за медицинской помощью. У Брэскай вобласці на ўліку больш за 330 дзяцей з цукровым дыябетам. Усяго ж у рэгіёне каля 50 тысяч чалавек пакутаюць ад гэтага зусім не салодкага захворвання. Подвержены люди с излишним весом, с какими-то сопутствующими заболеваниями, проблемы с сердцем, с давлением, нарушением обмена веществ, высоким холестерином, курильщики, злоупотребляющие алкоголем. Если раньше страдали сахарным диабетом второго типа люди пожилого возраста, то есть были подвержены, сейчас чаще всего все-таки трудоспособное население после 40 лет. Но диабет первого типа, тот, который на инсулине, чаще всего тоже получается уже более молодой возраст. Асноўныя меры прафілактыкі – прытрымлівацца здаровага ладу жыцця і своечасова звяртацца да ўрача.